Здравствуйте, на ТНВ новости, в студии Лейсан Сабирова и коротко о главных событиях этого дня. Забрать деньги у управляющих компаний. Прозрачность, то есть мы видим, сколько управляющих компаний перечислила. Почему чиновники задумались о прямых расчетах с ресурсоснабжающими организациями? Подробнее об изменениях Альбина Минибаева. Пока дают, надо брать. Мы критически оценили работу отдельных ведомств. Какие суммы Татарстан недополучил по федеральным программам? Альбина Слугараева. Кто ответит за 14 смертей? Увидела огонь, кажется, горит машина. Автобус. С первого слушания по аварии в Заинске. Лина Зинатуллина. Деньги за ЖКХ, минуя УК. Управляющие компании решили исключить из денежной цепочки. С таким предложением выступил Минстрой России. Изменения предлагают внести из-за огромных коммунальных долгов. При этом федеральные чиновники считают, что именно управляющие компании не перечисляют собранные от населения деньги. О законопроекте, который свяжет руки управляющим компаниям, Альбина Минибаева. По официальным данным, 5,5 миллиарда рублей. Именно столько должны татарстанцы по жилищно-коммунальному хозяйству. Тут долги и коммунальщикам, и ресурсоснабжающим компаниям. Если учесть, что в республике 20 тысяч домов, то каждый вот такой вот должен порядка 300 тысяч рублей. Все платят в первую очередь что? За квартиру. Долги не от населения, а от управляющих компаний. Именно они превращают жильцов в должников, уверен общественник Геннадий Сомов. Сукни вот здесь, вот. Оно посыпется. Вон там сукни тоже посыпется. А за такое как раз и платить не хочется управляющим компаниям, говорит Сомов. Но деньги ресурсоснабжающим организациям перечисляют именно коммунальщики. И о прозрачности говорить не приходится. Полностью снимает с коммунальных услуг моих и бросают в жилищные услуги. Минстрой России предлагает эту проблему решить просто. Исключить из цепочки звено управляющих компаний. То есть деньги жителей пойдут напрямую в водоканал, энергосбыт, теплосети. Фактически вода, газ, тепло напрямую уходили поставщикам услуг. И если у нас сегодня у какого-то собственника будет задолженность по водоканалу, по воде или по отоплению, то если даже управляющая компания сменится, этот долг за этим же ресурсом останется за собственником. Такая схема платежей может заработать через республиканский расчетный центр. Именно через него, только городского масштаба, последние 10 лет собирают свои деньги в водоканал. Важно на это прозрачность, то есть мы видим, сколько управляющих компаний перечислила ЕРЦ, и ЕРЦ, соответственно, эти деньги перечисляет нам. А вот мнение жильцов пока разделилось. Деньги будут уходить напрямую человеку. С одной стороны, это, конечно, удобно напрямую, но неудобно будет в плане того, что эта организация в разных местах находится. Разные квитанции по разным станциях надо платить. Изменения могут вступить в силу летом 2018-го. Сейчас они поддержаны правительством страны, но должны пройти слушания в Госдуме. Альбина Минибаева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Депутаты помогают, министерства осваивают. Из предусмотренных 80 миллиардов рублей 70 из федерального центра уже получены. И это на 20 миллиардов больше, чем в прошлом году. Важный момент не только пустить в работу деньги, но и отчитаться за них. Иначе средства придется вернуть. О каких красных и зеленых папках в связи с этим высказался Фарид Мухаммедшин, Альбина Слугараева. Проверяют пофамильно. Тема серьезная, а потому присутствие всех депутатов обязательно. Но из 15 сегодня здесь только 9. Кто-то отпросился, а кто-то заболел. Дело в том, что встреча депутатов прошла в Институте фундаментальной медицины КФУ. Здесь их посадили за парты и попросили отчитаться. В целом ситуация положительная. С начала года на госпрограммы федеральным бюджетом выделено 70 миллиардов рублей. Это на 20 миллиардов больше, чем в прошлом году. Основная статья расходов – промышленность – 38 миллиардов, а вот на социальные программы и сельское хозяйство денег выделено на 3 миллиарда меньше, чем в прошлом. Сейчас государство поступило по-другому. Оно начало платить деньги сразу напрямую банкам и упростило процедуру. То есть не надо собирать бумаги, не надо доказывать ничего. То есть банк сразу выдает изначально по низкой фиксированной ставке. И вот за счет этого получились выпадающие доходы. На дорожное хозяйство 8 миллиардов, на экономику 3 и 1 700 000 000 на здравоохранение. Как сегодня отметил депутат Госдумы Айрат Фарахов, средства идут строго по назначению и все под контролем. В части этой программы никаких проблем нет. Все в соответствии с планом финансового обеспечения будет профинансировано. Фарид Мухаммедшин же резюмировал, важно не только привлечь, но и освоить деньги. По итогам года министерство распределят по зеленым и красным папкам. Мы критически оценили работу отдельных ведомств.
Они в оправдании приводили свои доводы. Некоторые можно и принять, к сожалению, потому что там, где должны были использоваться эти деньги на строительстве, нашли схороны снарядов еще с Первой мировой войны. И вынуждены были остановить все работы и обезопасить это место. Потребовалось значительное время. Но главное, что в республике налажена системная работа, взаимосвязь. В следующий раз депутаты соберутся в декабре. Для освоения всех средств еще есть время до конца года. Если до этого времени деньги не войдут в работу, их нужно будет вернуть федеральному центру. К тому же именно на эту сумму урежут лимит в будущем году. Альбина Слагараева, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Средства федеральной школы татарстанские. Сегодня координаторы партийного проекта «Модернизация образования» оценили школу в Высокогорском районе, которая открылась 1 сентября. Как оценили школьные перемены? Лена Зинатуллина. То же самое идет электронный дневник, да? Да. Электронный дневник, электронный журнал. Современная система демонстрирует на интерактивной доске. Такая здесь у каждого учителя, а еще ноутбук и нетбук. Новенькая школа открылась в сентябре. Сейчас здесь около 400 учеников. Первая смена. Односменная школа. Первая смена для учебы, вторая для творчества. Целый этаж занимает школа искусств. От вокала и фортепиано до саксофона и домры. Бесплатное культурное образование тоже важная часть проекта. В большом спортзале в 540 квадратных метров могут заниматься сразу 2 класса. А по всему периметру зала обтянули вот такой сеткой. И стены всегда чистые, и лампы целые, и мячи не застревают под потолком. Столовая, медкабинет с постоянным штатом, спортивные и игровые площадки на улице, доступная среда. К условиям, которых требует партийный проект, в этой школе не придраться. Это был бюджет республики, который выделил 402 миллиона для строительства школы и 81 миллион для оснащения оборудованием, инвентарем. Я, конечно, в восторге. Во-первых, само здание комфортное, качественные условия созданы. У президента республики Татарстан образование – это приоритетное направление. По видеосвязи координатор пообщалась с работниками образования разных районов Татарстана. Но первый насущный вопрос из зала. До профессиональных училищ на селе не добраться. Ребята вынуждены добираться на попутных машинах. Это девочки по 15 лет выходят на трассу и голосуют, чтобы успеть доехать. Вопросы обещали передать в Министерство образования. Школьные автобусы тоже одно из направлений проекта. В этом году для 77 регионов выделили 3,5 миллиарда рублей. Лена Зинатуллина, Андрей Рознтальцев, ТНВ, Казань, Высокогорский район. Сейчас продолжаются переговоры с Минобром России по вопросу преподавания в Татарстане государственных языков. Как сообщили на прошлой неделе в Госсовете, на выработку решения должно уйти от недели до месяца. Тем временем общественность в ожидании результатов проверки прокуратуры. Какое компромиссное решение стало бы оптимальным в сложившейся ситуации, спросили мы у депутатов Госдумы. Конечно, государственный язык должен быть обязательным, но его объемы, его программы должны быть изучены и по-другому должны быть изложены. Никаких проблем не вижу, и никто делить детей там на татарских, там, не русских, там, или еще каких-то детей, которые обучают татарскому языку, не нужно. В Республике Татарстан, в соответствии с Конституцией Республики Татарстан, 2 государственных языка, безусловно, сохранение 2 государственных языков. При этом в определенной степени, наверное, учет мнения, что в выпускных классах оно может быть добровольным. И, наверное, важнейшим фактором, я считаю, является качественное изменение уровня преподавания татарского языка с использованием современных технологий, современных возможностей. Совершенно точно для меня, вот, например, очевидно, что государственный язык, которым является татарский язык, должен преподаваться в школах, должен быть, и люди, которые здесь живут, собираются связывать свое будущее с Татарстаном, конечно, должны иметь возможность им пользоваться. А что такое иметь возможность? Это значит, надо иметь возможность его изучать. Совершенно четко можно утверждать, что это не должно быть предметом каких-то столкновений. Нам развивать республику, нам жить здесь вместе. И сторонникам, и противникам надо немножко поумерить свои запалы, но язык должен быть. Такого улова у правоохранителей не было давно. Татарстанские полицейские за месяц арестовали 2 крупные группировки, которые занимались незаконной ловлей и продажей рыбы и раков. Эксклюзивные кадры сложной спецоперации сразу в 2 районах республики увидим прямо сейчас.
Как? Ильбарис? Их взяли в ночь на 17 октября в импровизированном ангаре. Новая партия раков, 32 тысячи штук, были готовы к реализации. Полиция ворвалась на подпольный склад браконьеров как раз в момент погрузки товара. Взяли каждого. В ходе спецоперации задержали 27 человек. Рыба сгнила с головы. Было установлено то, что к деятельности данной преступной группы имеют отношение должностные лица ветеринарных служб, управления по охране и использованию объектов животного мира. Также установлено то, что к деятельности данной преступной группы имеют отношение должностные лица правоохранительных органов. Без такого покровительства они не смогли бы действовать в промышленных масштабах и в течение 3 лет. Раков ловили в 3 реках – Белая, Кама и Волга. Продукция шла в Москву. На незаконном промысле ракоторговцы заработали более 20 миллионов рублей. Ущерб колоссальный. Стоимость одного рака – 42 рубля. Если в одной партии в среднем были по 30 тысяч штук, получается, что за эти годы они выловили более 600 тысяч членистоногих. К ловле самих браконьеров готовились тщательно и организованно. Нашим сотрудникам проверял эту информацию, поступающую в отдел, о том, что в Актанышском районе, в Мензелинском осуществляется незаконная добыча раков. Вот. И он собирал информацию, то есть он выявлял нарушения, но административные меры воздействия в данном случае, они как бы неэффективны. В этапе, когда информации стало много, обратились в Управление по борьбе с экономическими преступлениями. Операция заняла несколько месяцев. Полиция провела более 30 обысков. Раколовцы могут лишиться свободы до 5 лет. Полицейские Татарстана активно работают по пресечению браконьерства на водоемах республики. Как результат, 123 выявленных преступления подобного рода. Если сравнивать с прошлым годом, таких преступлений было выявлено 57. В этом году только в ходе операции «Нерест» полицейские совместно с другими ведомствами пресекли сотни правонарушений. В 70 случаях поход для горе-рыбаков закончился уголовной ответственностью. Было выявлено в сфере рыболовства более 600 нарушений. Это и незаконная добыча водных биоресурсов, это незаконная реализация каких-то товаров, то есть рыболовных сетей, тех же раколовок, и все дела доведены до суда. Большая рыба попалась недавно и в Заинском районе. 27 800. Правоохранители вышли на след целой группировки. Они промышляли в местном водохранилище в течение 5 лет. На стадии разработки криминальной группировки мы установили связь участников с бизнесом по реализации рыбы. 73-евские регулярно отправляли партии рыбы в исправительные учреждения республики. Руководил группой браконьеров 48-летний сводный брат лидера 73-евских. Незаконной ловлей занимались два пенсионера. Заведено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». На время следствия 2 остаются под стражей, 1 под подпиской о невыезде. При осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере водных ресурсов выявлено и коррупционное преступление. Направлено в суд уголовное дело, возбужденное в январе текущего года в отношении главного гидротехника Федерального государственного учреждения управления эксплуатацией Нижнекамского водохранилища, который был задержан при получении взятки в сумме 110 тысяч рублей. Уголовного дела, возбужденного по факту нарушения при выделении бюджетных средств, продолжается расследование эпизода в отношении директора одного из обществ с ограниченной ответственностью, который совершил хищение гранта в сумме 1 миллиона рублей, предназначавшегося для воспроизводства рыбы и водных биоресурсов. Всякая рыба хороша, коли на удочку пошла, напоминают народную мудрость правоохранители. Они будут усиливать работу для пресечения незаконного промысла биоресурсами. При поддержке МВД Татарстана Лейсан Сабирова, Рамиль Шайдуллин, Амир Зальшев, ТНВ. И, как сегодня сообщили в МВД, начальник полиции Актанышского района понижен в должности. Такова цена сокрытия фактов незаконного промысла. Соответствующий указ подписал министр внутренних дел республики. Их могилы неизвестны, утрачены и имена, но ежегодно тысячи людей чтят их память. Сегодня в России День памяти жертв политических репрессий. Памятные мероприятия идут по всей стране. Так, в Москве сегодня Владимир Путин открыл стену скорби. А в Казани сегодня на Арском кладбище собрались потомки тех, кого когда-то называли врагами народа. Она сегодня здесь не случайно. Отец Евгений Федоровой был военным врачом. Однажды ночью за ним пришли и без долгого следствия отправили в ГУЛАГ. Когда узнали, что он врач, то ему поручили ухаживать за всеми, кто там находится. И вот он очень многих спас. Места захоронений неизвестны. Имена тех, кого удалось установить, запечатлены на этих мраморных плитах. Но на самом деле жертв гораздо больше.
Каждый год почтить их память и отслужить панихиду собираются представители всех религиозных конфессий. И вот на Архангельском кладбище в 4 неизвестных ямах лежат наших 2756 врагов народа. Среди них был наш известный писатель, режиссер, артист Карим Тинчурин. Василий Шейхразиев призвал помнить о страшных страницах. Эта дата – напоминание всем о трагических событиях в истории нашей страны. Это урок памяти, из которого необходимо сделать выводы. По всему Татарстану сегодня отдают дань памяти жертвам политических репрессий. В Нижнекамске отцов и дедов вспоминают потомки. Жили тяжело. Не одеться, не кушать, ничего не было. Но мы сами шили, сами вязали, штопали, все делали сами. Пусть с газет не льется больше ложь. Торжественный митинг и в Елабуге. В качестве мемориального комплекса раритетный вагон 1901 года. Именно в таких теплушках политзаключенных отправляли в ссылку. В Казани же памятник жертвам в Ленинском саду. Суть его идеи памятника, дабы не повторилось в наше время и последующее, это безобразие, мягко сказать, это жестокость не материализовалась, чтобы люди не теряли человеческий облик и человеческую сущность. 4 стелы с рваными краями и прерванные на разной высоте, как символ сломанных судеб, которых миллионы в России. Диляра Низамова, Амир Залюшев, ТНВ, Татарстан. 14 погибших и 1 обвиняемый. Сегодня в Заинском городском суде возобновился процесс о страшной аварии 2 июля. Первые слушания по громкому делу месяц назад отложили из-за неявки нескольких потерпевших. А сегодня в суде заслушали показания свидетелей. Все стороны у дела у Лины Зинатуллиной. Смотрим на этот автобус, почему долго едет, и он резко как-то вот повернулся, и огонь я увидела. Страшные воспоминания о 2 июля сегодня уже показания суду. Регина Галимова потеряла дочь Марию, которая не доехала до дома каких-то пары километров. Автобус «Неоплан» в ночь с 1 на 2 июля столкнулся с КАМАЗом и практически полностью выгорел. 14 погибших, 12 пострадавших. Все у нее на глазах. Возле дороги увидела женщину, которая лежала. Я спросила, что с ней. Она сказала, что она вылетела с автобуса. Я думаю, может, моя дочь тоже вылетела. Начала ее везде искать. Водителя вот Жмукова видели на месте происшествия? Да, видела. Что он делал? Он укрылся одеялом, сидел в полицейской машине. Галимовы заявили гражданский иск на 50 миллионов. На скамье подсудимых 56-летний водитель автобуса Александр Жмуков – единственный обвиняемый. Жмуков не соблюдал такую дистанцию до движущей впереди транспортного средства, которое позволило бы избежать столкновения, а также необходимого бокового интервала, обеспечивающего безопасность движения. Том объеме, который предъявили мне обвинений, и согласен с ним признать. Напомним, к процессу не привлекли водителя КАМАЗа. Приостанавливать действие лицензии владельцев автобуса Европейской корпорации автовокзалов суд тоже не стал. Почему отвечать за все одному и Жмукову, недоумевает его брат. Он приходит на каждое заседание. Вторых участников этого страшного ДТП нет до сих пор. Их не видно, и их спрятали. Такое впечатление, как будто их спрятали. Слушание продолжится еще 2 дня. Завтра к делу привлекут по видеосвязи и причастных из Ижевска, Самары и других регионов. Срок заключения подсудимому продлили до 8 декабря. Лина Зинатуллина, Ильшат Аюпов, Альберт Шафигуллин, ТНВ Заинск. Это новости Татарстана и далее в выпуске. Большая аудитория, большая ответственность. Но если человек публичный, он должен вести себя поскромнее. Почему татарстанских чиновников просят быть аккуратнее в сети? В дебри интернета окунулся Рамиль Шайдуллин. Лебеди, белки и еноты поселились в Альметьевске. Девочку видела, енотиков не видели. Прячутся они, видимо. Новый зоопарк под открытым небом в нефтяной столице увидел Сергей Хайдаров. Рустам Минниханов находится в краткосрочном отпуске. Он продлится по 6 ноября. Обязанности президента Татарстана на этот период возложены на премьер-министра республики Алексея Песошина. В конце недели в соцсетях появился документ за подписью руководителя аппарата президента Татарстана Азгата Сафарова. В нем он призывает госслужащих быть скромнее и разборчивее в информации и видеоматериалах в своих аккаунтах, а также при выборе друзей. Рамиль Шайдуллин пытался выяснить причины беспокойства Азгата Сафарова и найти признаки роскоши в аккаунтах чиновников. И к каким выводам он пришел? Они служат народу, а с этим становятся и медиаперсонами, министры и их помощники. Вот они на отдыхе, а вот с алкоголем в руках. Фото идут вразрез с их профессиональной деятельностью.
Если человек публичный, он должен вести себя поскромнее. Если у них есть средства и есть возможность выкладывать такие фотографии, то пожалуйста. Я ничего плохого не имею против того, чтобы ездить на острова и путешествовать. Это круто. И выставлять там в соцсетях. Но не для того, чтобы показать другим, какой он крутой. Если бы я столько зарабатывал, я бы тоже показывал. Я живу хорошо. Вопросом озаботились на самых верхах. Азгат Сафаров рекомендовал коллегам подходить к публикациям вдумчиво, с пониманием, что они могут повлиять на аудиторию. Простой пример. Дорогой автомобиль. Сложно удержаться и не сделать снимок рядом с машиной, которую, скажем, купил на свои деньги. Только глядя на эту роскошь, однажды за ней погонятся и подписчики. Психологи называют это подражанием кумирам. Еще до 1 апреля все госслужащие были обязаны отчитаться о страничках в интернете. Основанием стала статья 20.2 Закона о государственной службе. Тогда Минтруд говорил, что эти меры, чтобы чиновники соблюдали правила профессиональной этики, за ними следит подрастающее поколение. С точки зрения психологии, если человек фотографируется, где там больше денег, конечно, это как бы установка на дальнейшую жизнь. Наше подрастающее поколение, молодежь, они стремятся к этому. А вот к чему стремятся госслужащие? Их странички пока больше инструмент информирования. Здесь анонсируются мероприятия и выставки, показывается природа, нередки концерты. Здесь же и отчеты о работе. Того требует положение – быть к людям на расстоянии личного сообщения. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. К другим темам. Сегодня свой юбилей празднует российское движение школьников. Ровно 2 года назад Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской организации. И сегодня самые активные школьники республики приехали в IT-лицей, чтобы наметить планы. Сдает новостные материалы в срок, впрочем, как и контрольные срезы и диктанты. Булат Загидуллин успевает все, говорит, любимое дело журналистика не может быть бременем, тем более, когда за твоей спиной всероссийское движение школьников, где все один механизм и каждый есть винтик одного устройства. Например, сейчас в IT-лицее из разных уголков республики школьники празднуют юбилей всероссийского школьного движения. Они анонсируют происходящее в соцсетях. Гордимся своим количеством подписчиков, потому что оно с каждым днем все увеличивается. Стоит сказать, что у нас не только подписаны ученики Татарстана, но и со всей России. Именно здесь, как говорят юные специалисты, и происходит то самое чудо. Слова складываются в предложения, а отдельные кадры уже хорошую картинку. Скажите, пожалуйста, что вы сейчас делаете? Я подрезаю синхроны и чищу звук. Пионерами себя школьники, может, и не называют, но основа взаимопомощи им также знакома. Так, все, у меня пленарное заседание, я убежал, сами сделать, вы умеете уже. Давайте, удачи вам. Всероссийская программа школьного движения в республике появилась 2 года назад. Сегодня в ней участвуют 607 школ, а это тысячи учеников, руками которых создаются научно-исследовательские работы, библиотеки, литературные и патриотические вечера. Работа о ветеранах, о тружениках тыла. Это, конечно же, участие в акции «Бессмертный полк». Это и ведение школьного краеведческого музея, и сбор информации о тружениках тыла. Расслабляться времени нет. Дел много, говорят школьники, поэтому сразу после концерта сцена превратилась в дискуссионную площадку, где активисты обсудили планы на год грядущий и выбрали главу актива всероссийского движения от всей республики. Динара Камалова, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань. Лебединое озеро и дом для енотов. В Альметьевске у каскада прудов новые обитатели. Отныне черный и белый лебедь будут делить один водоем, а еноты станут соседями местных белок. О новом зоопарке под открытым небом. Сергей Хайдаров. Белочку видела, енотиков не видели. Прячутся они, видимо. Теперь альметьевцы смогут увидеть этих животных, просто прогуливаясь по городу. Необычный зоопарк под открытым небом появился на местном каскаде прудов. Здесь и белки, и лебеди, и даже еноты. Однако последних нам увидеть так и не удалось. Мы их уже увезли в спячку. Это департамент экологии берет на себя. Здесь мы видим 11 белок. В принципе, прижились нормально они, и дети к ним относятся очень хорошо. Также на каскаде у нас 4 пары лебедей. Каскад прудов – один из самых красивых природных уголков нефтяной столицы. Каждый день сюда приходят сотни горожан. Теперь в присутствии новых обитателей им станет здесь еще интереснее. Лебеди в обыденной жизни не увидишь. А здесь вот они во всей красе предстали. В Казани на озере Кабан лебедей выпускают каждой весной, и здесь есть абсолютно все, что им нужно. Специальные места для прикорма и укрытия, где они могут прятаться от назойливых людей. Но с наступлением темноты этих птиц и вовсе становится не видно. И это то, что нужно для их безопасности. Обеспечить нужно и охрану, защиту на первых порах. Ну, хотя бы потому, что огромное количество
к сожалению, в городах бродячих собак. У нас опыт такой уже есть и в Казани, когда на Булаке выпущенных птиц просто задирали бродячие собаки. В Альметьевске, кроме белых, появились и черные лебеди. Они, кстати, и стоят дороже, но прекрасно уживаются с белыми. Новый зоопарк под открытым небом будет работать еще 2 недели, после чего отправит своих обитателей на зимовку в специальные вольеры. Сергей Хайдаров, Фуат Гасин, Булат Шафигуллин, Игорь Романов. ТНВ, Альметьевск, Казань. Далее в выпуске прогноз погоды. Увидимся в 21:30. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Привет. Привет. Сегодня в школе нам рассказали про вредное производство. У тебя на работе не вредное производство? Нет, давно уже не вредно. Казань Оргсинтез. В гармонии с природой. Nissan теперь в Канавто. Выгода до 400 тысяч рублей. Регистрация на месте. Звоните 230 30 30. С днем рождения, Эссен! С днем рождения, Эссен! Орхидея 9 сантиметров 299 рублей. Тушка цыпленка бройлера 1 килограмм 84 рубля 50 копеек. В магазинах «Идеал» новая коллекция «Осень 2017». Обувь из натуральной кожи от европейских производителей. Идеальное предложение для тех, кто ценит качество и комфорт. Поехал за мебелью, выиграл квартиру. Розыгрыш призов на 4 миллиона рублей. Мебельград. В центре лучевой диагностики скидки до 20%. МРТ от 1500 рублей. Пленка в подарок. Звоните 205 59 17. Илья Авербух представляет новогоднюю сказку «Новые бременские музыканты на льду» 4 и 5 января во Дворце спорта. Без возрастных ограничений. Аргументы и факты. Голос великой страны. В каждом номере. Деловая среда. О всем, что дорожает, покупается и продается. Политика. Только анализ. Только первые лица. Здоровье. Учимся жить без болезней. Телепрограмма. Многим не нравится то, что мы пишем, но правда обязательно должна дойти до читателя. Аргументы и факты. Достоверно о главном. Күңелләрне яулап, йөрәкләрне тетрәндергән сез яраткан җырлар. 5-нче Алтын йолдыз Болгар радиосы милли музыка премиясе. Җырчыны гына түгел, ә җырны иҗат итүчеләрне дә тәбрикләүче ел вакыйгасы. Алтын йолдыз. Здравствуйте, вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Быстро и качественно. Изготовим шкаф-купе по вашим размерам. 3D-проект шкафа, доставка, установка бесплатно. Только в октябре назовите пароль «ДМ Мебель» и получите 25% дополнительной скидки на ваш шкаф-купе. «Данил Мастер». Настало время низких цен. Казань, Восстание 23, телефон 2167 166. Ну что ж, а теперь о погоде. В предстоящие сутки пасмурный циклон испортит погоду в республике. Ожидается повышение температур, но и осадки. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики будет облачно и дождливо. Ночью до 4 градусов тепла, днем же до плюс 6. На северо-востоке облачно, пройдут дожди, местами сильные. Ночью будет до 3 градусов тепла, днем до плюс 6. На севере республики ожидается пасмурная погода, пройдут дожди. Ночью плюс 2, днем до 6 градусов, выше 0. На северо-западе Татарстана ожидаются осадки в виде дождя и снега. Ночью будет до 3 градусов тепла, днем же до плюс 5 градусов. На юго-западе республики облачно и сыро, пройдут дожди. Температура воздуха в ночные и дневные часы составит около 5 градусов, выше 0. В центральном районе республики пройдут дожди, ночью местами сильные. Ночью будет до 4 градусов тепла, днем же до плюс 6. В последующие сутки ожидается понижение температур и осадки.
Мегамебель на Компрессорном – ваш любимый мебельный центр. Целых 4 этажа только мебели от 200 мебельных компаний. Приходите, приезжайте, удобная парковка. Адрес Казани, Сибирский тракт, 34. Мегамебель на Компрессорном – самый большой мебельный центр города. Мегамебель на Компрессорном – самый большой мебельный центр города. В предстоящие сутки в Казани ожидается пасмурная погода, пройдет дождь. Температура воздуха в ночные и дневные часы составит до 6 градусов тепла. Ветер южный умеренный. Атмосферное давление пониженное, составит 729 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 89%. Магнитное поле Земли спокойное. Спонсор выпуска ООО «Акбарс Недвижимость». ООО «Акбарс Недвижимость» предлагает квартиры от 1 миллиона 700 тысяч рублей в популярных жилых комплексах Казани. Дополнительная информация по телефону в Казани 295 77 77 или на сайте akbarsdom.ru. Мы заморозили жаркие цены. Квартиры от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Акбарс Недвижимость. 295 77 77.